Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на 19 звичайній неділі. Сьогодні Євангелії ми почуємо такі слова, що коли Господар спозняється, і слуга Його буде їсть, пить і веселитися, і не виповнить те, що йому належно було, отримає великую хлосту. Що це означає, дорогі брати і сестри? Сьогодні Ісус задає нам конкретне питання. Чи ми готові? Вядома, што ніхто з нас не ведае ні дня, ні гадзіны, калі Бог пакліча кожнага з нас, а напэўна гэта адбудзецца. Але тут паўстае важнае пытанне, ці мы гатовы, калі Бог пастучыць у мае дзверы, ці я гатовы. Я сапраўды прыгатаваў сваю душу на гэту сустрэчу з Богам. Таму сёння будзем разважаць у сённяшнім казанні, таксама з дзеткамі, што Бог, каму шмат дае, таго шмат пазней будзе таксама не патрабаваць. На пачатку святой мшы прадставім цяпер добраму Богу нашы інтэнцыі і просьбы, з якімі сёння прыходзім да Яго. Я ахвярую гэтую свяцейшую ахвяру за памерлага Буракевіч Вітальда у першую гадавіну пасля яго смерці, просячы добрага Бога, каб прабачыў усе яго грахі і вёў яго ў валадарства небеснае. Перапросім цяпер Пана Бога за нашыя грахі. Споведаюся Богу всемогутному, браты и сестры, я вельми, словом, учинками, занятвами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, за все Ты, Пану Марию, всех анёлов святых, и вас, браты и сестры, молиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай збілиться над нами Бог всемогутний, пустіше нам грехи, доведи нас до життя вічного.
Радуйся, векай святу, имя наше, и святыш провожайся, смилуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший Иисус Христе, с Духом Святым хвали Бога Отца. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, наученный Духом Святым, мы смеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни у наших сердцах Дух Твоего сыновства, как мы могли отримать обетованную спадщину, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, владарицу едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читання книги мудрості Соломона. Ночь вызволения была предвещена айцам нашим, каб яны подбадзёрыліся, цвёрда ведаючы, якім абяцанням поверили. Народ твой чакаў выратавання справядлівых і зубы сваіх ворагаў, бо праз пакаранне наших праціўнікаў ты паклікаў і праславіў нас. Праведныя дзеці добрых патаемна прыносілі ахвяры і ў згодзе устанавілі боскі закон, каб святыя аднолькава заўдзельнічалі ў тым самым дабры і небяспецы. І яны пачалі ўжо спяваць гімны айцоў. Гэта Слова Божае. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Радуйтеся у Пану, справедливые, праведним належить хвалить Його. Щасливий народ, Богом якого єсть Пан, народ, який Он вибрав собі у спадщину. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Ось око Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподяється на Його милосердность, каб Он душу їх уратовал от смерти і накормил їх у час голоду. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Душа наша чекає Пана, і Он наша допомога і оборона.
Чытанне паслання да габрэяў. Браты, вера – гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Праз яе старэйшыя атрымалі сведчанне. Дзякуючы веры пакліканы Абрагам паслухаўся і накіраваўся да месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну. Ён выйшаў, не ведаючы, куды ідзе. Дзякуючы веры ён пасяліўся на абяцанай зямлі, як на чужыне, жывучы ў шатрах з Ісаакам і Якубам, сунаследнікамі таго самага абяцання. Бо ён чакаў горада, закладзенага на моцным падмурку, дойлідам і будаўніком якога ёсць Бог. Дзякуючы веры і бясплодная Сара, насуперак старому ўзросту, атрымала сілу, каб зачаць патомства, паколькі лічыла вартым даверу таго, хто даў абяцанне. Таму ад аднаго чалавека, і гэта ад амярцвелага, нарадзілася так шмат, як зорак нябесных і незлічоных пясчынак на беразе мора. Усе тыя памерлі ў веры, не атрымаўшы абяцанняў, але, убачыўшы іх здалёк і прывітаўшы, прызналі, што яны самі вандроўнікі і чужынцы на зямлі, бо тыя, хто так кажа, паказваюць, што яны шукаюць айчыну. Калі б яны памяталі аб той, з якой выйшлі, то мелі б нагоду вярнуцца. Цяпер жа яны імкнуцца да лепшай, гэта значыць да нябеснай айчыны. Таму Бог не саромеецца, каб яны называлі яго сваім Богам, бо ён падрыхтаваў ім горад. Праз веру Абрагам, калі Бог выпрабоўваў яго, ахвяраваў Ісаака. Той, хто атрымаў абяцанне, прынёс нават адзінароднага сына, праз якога сказана: «У Ісааку назавецца патомства тваё». Ён лічыў, што Бог мае моц уваскрасіць мёртвых, таму і атрымаў яго як правобраз. Гэта Слова Божие. Сын чалавечы прыйдзе ў тую гадзіну, калі вы не думаеце. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Если еще детки есть какие-то на костеле, да, то приглашают сюда ближе. Пообщаемся с вами. Что, Полинка проснулась? Молодец. Хорошо. Давайте, детки, послушаем сейчас Евангелие. Правда, сегодня будет такое длинное, но вы внимательно слушайте. Да, потому что очень много интересного все рассказывает Пан Иисус нам. Пан с вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. У той час Иисус сказал своим учням: «Не бойся, малый статок, бо сподобалося Айцу вашему дать вам владарство. Продайте, что маете, и дайте милостину. Зробите собі торби, якія не нищаться, скарб безмежны у небеса, куды злодей не проникне, и где моль не знищить. Бо где скарб ваш, там будзе и сердце ваше. Нехай стекли ваши будут подперезаны, и светочи запаленные, а вы подобны до людей, якія чакаюць вяртання свайго гаспадара з вяселля, каб калі прыйдзе і пастукаецца, адразу адчыніце яму. Шчаслівыя тыя слугі, які гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Сапраўды кажу вам, што ён падбярэжацца і пасадзіць іх, і падышоўшы пачне служыць ім, і калі ў другую варту і ў трэцюю варту прыйдзе і застане іх за гэтым, то шчаслівыя яны. Ведайце ж, што калі гаспадар дому ведаў, у якую гадзіну прыйдзе злойдзей, то не спаў бы і не дазволіў бы уварвацца ў дом свой. Будзьце ж і вы гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын чалавечы». Тады сказаў Пётр: «Пане,
гэтую прыпавязь расказваеш нам ці ўсім людзям? Пан жа сказаў: хто ж ёсць верным і разумным эканомам, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі раздаваць ему свой час меру хлеба? Шчаслівы той слуга, якога гаспадар, калі прыйдзе, знойдзе, што ён так робіць. Сапраўды кажу вам, што паставіць яго над усёй маёмасцю сваёй. Калі ж слуга гэты у сэрцы сваім скажа: не хутка прыйдзе гаспадар мой, і пачне біць слугаў і служанак, есці і піць і упівацца, то прыйдзе гаспадар слугі гэтага ў той дзень, калі ён не чакае, і ў гадзіну, аб якой не ведае, і жорстка пакарае яго, і спаткае яго лёс няверных. А той слуга, які ведаў волю гаспадара свайго, але не быў гатовы і не рабіў паводле волі яго, будзе моцна пабіты. Той жа, які не ведаў і зрабіў варты пакарання, будзе пабіты мала. З кожнага, каму дадзен шмат, спагнана будзе шмат з яго, і каму даручана шмат, ад таго больш і запатрабуюць. Гэта слова Пана. Такое длинное было, да? Евангелие очень длинное было. Ну хорошо, как ваши дела? Отлично. Уже немножко просыпаемся, да? И спать хотите? Нет, спать не хотите? Хотите? Кто-то хочет, кто-то нет, да? Хорошо, у меня к вам вопрос. Скажите, у кого так было? Когда вы рано встаете, вы должны что заправить? Кровать, да, постель. Да? И вот смотрите, вы встаете и такой: ай, может, сегодня не буду заправлять. Вечером все равно надо расправлять ее. Не буду застилать. Было такое? Да, хорошо. Нет, Полинка, ты заправляешь себе кроватку? Молодец. Хорошо. Вы покушали, что-то покушали, да? И такой: ай, потом мама сама уберет. И пойдешь в комнату. Убираете или оставляете? Мама заставляет, да? Хорошо. Надо убрать комнату. Такой: ай, потом уберу эту комнату. Нет, убираете всегда? Или мусор под ковер заметаете? Нет? Мусор не засметаете, так? Хорошо. А если что-то там сломали, какой-то мелочь, такой: ай, это мелочь, все равно никто не заметит. Было такое? Ага, было. Некоторых такое было, некоторых нет. Хорошо, запомнили. Скажите мне, а как вы понимаете, что вы можете какому-то человеку что-то доверить, какое-то задание? Как вы понимаете, что вы ему можете что-то доверить? Как вы понимаете, что вы какому-то человеку можете доверить какое-то задание, чтобы он сделал? Ну, давайте. Потому что я этому человеку доверяю, знаю его очень давно. Хорошо, что еще? Какие еще у вас идеи есть? Как вы понимаете, что этому человеку можно доверить какое-то задание? Что он никогда нас не бросал. Хорошо, что еще? Ну, как вы думаете? Как вот я вот пойму, что тебе можно доверить какое-то задание? Вот смотрите, как вот мы все поймем, что ей можно доверить задание? Допустим, убирать в комнате, либо застилать кровать. Ну? Ну? Что она делает это всегда. Вот, молодец. Смотрите, сегодняшнее Евангелие тоже очень такие слова. Кто в малых вещах будет верный, тот и в больших вещах будет верный. Да, смотрите, как мы можем понять, что этому человеку можно доверять? Когда мы видим, что этот человек систематически выполняет все то, что, да, ему было назначено. Да, он не говорит каждый раз: ай, не буду, ай, не хочу, ай, потом. Да, все, мы это бросаем и не будем ничего делать. Нет, если мы видим, что человек исполнительный, да, что он регулярно исполняет что-то, то это можем ему доверить. Хорошо. Почему об этом сегодня с вами говорю? В сегодняшней Евангелии, хотя она очень была большая, огромная, сегодняшние были слова такие. Первая часть была о том, готовы ли мы. Если придет Пан Иисус, готовы ли мы? Это мы потом с родителями с вами пошли поговорим. А сейчас с вами хочу поговорить о том, что важно в малых вещах быть верных и в больших потом верных быть. Смотрите, я сегодня кое-что вам принес. Что это такое? Пуговица, да?
Порвали где-то. А почему сразу же порвали? Для чего служит пуговица? Ну? Ну? Чтобы там застегивать куртку, там, жилетку. Смотрите, у нас тут тоже есть пуговицы на кофточке, да, тут тоже есть у меня покрупнее, побольше. Эту пуговицу попугай украл. Да, попугай украл. Ну, смотрите, да, у нас есть пуговица, и она для чего-то служит, правда? Она большая или маленькая? Маленькая, да, она очень маленькая. А какую она функцию выполнит? Большую функцию выполнит или маленькую? Большую, правда? Смотрите, такая маленькая пуговка, но выполняет огромную функцию, да? Если у меня была бы здесь рубашка, и порвана была бы пуговица, то что бы было бы? На животике была большая бы дырочка, да? Большая бы дырочка тут была. А если в штанах порвется пуговица, штаны могут упасть, правда? Смотрите, такая вроде мелочь, но какую важную функцию она выполняет. Что-то придерживает, что-то застегивает. Точно так же и здесь. В сегодняшнем Евангелии Отец тоже очень важно это говорит. О том, что нам дается очень много всего. Бог вам дает знание, веру, сакраменты, таинства, да? Исповедь дает вам, святую коммунию дает вам. И вот, потом Бог нас спросит, что ты с этим всем делал? Да? Потом нам Бог дал что? Евангелие. Дал Божие заповеди. И что мы с ними делаем? Мы должны знать, да? Смотрите, эти Божьи заповеди Евангелия нам даны для того, чтобы мы тоже знали, что делать хорошее, а что делать плохое люди, да? Соответственно, эти заповеди, это Евангелие нам помогает. Это как такая инструкция. Инструкция для нашей жизни, да, чтобы мы не грешили, чтобы мы не попадали потом, да, в плохое влияние, да, дьявола. Поэтому это все, что нам и дает Господь Бог. И потом Он нас спросит, а как ты воспользовался всем этим? Как ты воспользовался заповедями, Евангелием? И как, был ли ты хорошим? Верил ли ты? Принимал ли ты таинство? Ходил ли ты на исповедь? И так далее. Бог нам все это дал. Только теперь важно, воспользуемся ли мы всем этим. Либо мы просто скажем, нет, я не хочу это знать. Да? И поэтому сегодня Иисус приводит пример о слуге, который был верный, и слуга, который был неверный. Слуга, который был верный, это тот человек, который действительно выполнял все Божьи заповеди, да, читал Библию, ходил на исповедь и провел эту хорошую, святую жизнь. Но есть такие люди, которые тоже знают, что есть Бог, знают, что есть заповеди, что есть Библия и так далее, но говорят, нам это не надо. И вот здесь Иисус сегодня сравнивает такого человека со слугой, у которого хозяин уехал куда-то, но и задержался. И он такой говорит своей душе, хозяин мой задерживается, соответственно, я могу веселиться, есть, пить, веселиться, и начал бить других слуг. Да? И потом Господь говорит, Иисус говорит, что такой слуга получит большую кару, хлосту, да, то есть удар такой получит. Но, если слуга не знал, а мог дочитать, мог где-то узнать, получит меньшую хлосту, да, то есть меньший удар получит. Соответственно, это все нам Господь говорит о том, что готовы ли мы, приготовлены ли мы, да, то есть наша душа ли готова. И это самое важное. Вы уже будете скоро засыпать уже, бедные детки, смотрю на вас. Погода тоже на меня так сильно влияет, но ничего, сейчас продержимся. Смотрите. Когда-то такой был святой, Ян Боско, такой очень Виталий жил. И у него было очень много учеников. И когда-то он подходит к своим ученикам и спрашивает, что бы ты сделал, если завтра бы узнал, что будет конец света? Что бы вы сделали, если завтра был бы конец света? Ну, паниковал бы. Что еще бы делал? Последнее желание бы свое исполнял. Да, вот задайте себе даже вопрос, дорогие родители, да? Что бы вы сделали, если бы завтра узнали, что конец света? Ну, детки, что бы вы сделали бы, ну? Ходили бы на исповедь. Вот, молодец. Точно так же отвечали все ученики святого Яна Боски. Все сказали, я пойду на исповедь, чтобы стать перед Богом с чистой совестью. И только один из его учеников, святой Доминик Савио, сказал, а я буду играться дальше, так как я приготовленный. Вот.
Сегодняшнее Евангелие, первая часть, которую сегодня говорит Иисус, дорогие родители. Готовы ли мы? Готовы ли наше сердце принять то, что если завтра будет Господь постучиться в наши двери, готов ли я? 100% ли я сейчас уверен, что я не нахожусь в тяжелом грехе? Либо уже долгое время оттягиваю этот момент искупления. Прийти и сказать Богу: прости, я согрешил. И поэтому Господь Бог, Он нас предупреждает. Это сегодня не то, чтобы нас как-то сегодня сказать, что вот, все на исповедь, как-то нас застрашить, да, то есть к страху нагнать на нас. Нет. Просто Господь говорит нам конкретно. Всегда сердце твое должно быть готово. Неважно, сколько прошло бы времени, да, но твое сердце всегда должно быть готово. Даже если ты упадешь, у тебя есть куда пойти. Я там тебя очищу, я дам тебе любовь свою. Непонятно даже любовь для каждого из нас. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы этот вопрос должны задавать себе всегда. Перед вечером, перед сном. Готов ли я? Потому что Господь сегодня тоже говорит: никто из нас не знает ни дня, ни годины, то есть времени, когда я приду за вами, когда я постучусь в ваши двери. Возможно, я завтра не проснусь. Никто из нас не знает этого момента. Но очень важно, готовы ли мы, уверены ли, что мы не находимся в тяжелом грехе. Потому что можно оттягивать очень долго. Можно начать оттягивать свою исповедь, говорить: ай, ладно, в следующий раз пойду. И вот это ай, ладно, ай, все нормально еще у меня. Вот. Это то, что сегодня Иисус говорит опять же. Кто в малых вещах верен, то будет в великих вещах верный. Если я регулярно приступаю к исповеди, регулярно приступаю к Святой Коммунии, значит, я в малых вещах верен. Над великими вещами поставит меня Господь. И все, если систематически мы будем выполнять, над великими вещами нас Господь поставит. Великие вещи даст нам. И потом, с этими великими вещами, Господь тоже потребует сдать отчет. Кому много дано, от того много будет требоваться. Богу надо будет представить нас отчет за всю свою жизнь. Как мы эту жизнь прожили. Я вам дал очень много всего. Таинств, веру, познание, образование и так далее. Все вам дал. Как вы использовали все эти знания? Либо махнули рукой, как будто Бога нет, либо действительно познавали, узнавали и этим всем пользовались. Все Господь дал. Только от нас теперь зависит, дорогие братья и сестры, воспользуемся ли мы всем этим. Библией, заповедями, наукой Божией, добротой вашей, верой, примером и так далее. Можно перечислять до бесконечности. Но важно то, что воспользовались ли вы всем этим. Аминь. Вызнаем нашу веру. Веруйте на Бога. Собранными Иисуса Христа, маем надею, что наша супольная молитва, які
якія цяпер узносім да Бога Айца, будуць выслуханыя. Молімся за святого Айца, за біскупаў і прэзбітараў, каб яны вялі ўсіх вызнаўцаў Хрыста да єднасці і любові. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб, пазнаючы Євангелія Христа, яны заўсёды выбіралі дарогу Божых запаведзяў. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за тых, хто стаў ахвярай несправядлівага асуджэння, каб яны паверылі ў перамогу Божай справядлівасці. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за нараджоных, каб праз прыгажосць чалавечага кахання яны праслаўлялі Бога за Яго дары і заўсёды былі верныя Яму. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за нашыя сем'і, каб яны жылі ў супакоі і любові. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся яе выконваць. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Помолюся в інтенції Святої Мши за памерлага Буракевич Вітарда у першу гадавіну пасля яго смерці, просячы добрага Бога, каб прыняў яго ў валадарства небеснае ў небе. Почуй Нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе узрекаем, почуй нас, просим Тебе. Наш добры Отче, мы верим, што Ты суцешыш сваіх дзяцей, якія звяртаюцца да Цябе ў шчырых малітвах. Дзякуем Табе за гэта праз Хрыста, Пана нашага. Я
Молитесь, браты и сестры, ко мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Прославление и хвала имя Своего, а так само на корысть нам, всему костелу святому. Пане наш Боже, прими ласкаво дары, якие Ты сам уделил костелу, и своєю моцею перемени їх у сакрамент, який дає нам збавлення, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годна это и справедлива, слушна и споведна, как мы завсёды и усюди Тобі складали подяку. Пане святый Ойче, Усемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бою святости до грешного человечества, народился с Паны Марии, праз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а праз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому занялами и архангелами и со всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом всеми скликаючи. Заправди Боже, Ти святий, криниця усілякої святості, тому єдності з усім костьолом. У перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спаслав на апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутний Боже. Освяти гэтые дары росою Духа Твоего, кабы не сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб, и подяку Тебе складаючи ламал, и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечеру взял келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таямница веры, обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение
чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас водними, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по усім свете. Удоскональ його у любові, разом з Папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вічне, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ябранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Божий, čo всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи исповедные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся оказать. Просим Тебе, Пане, збав нас всього злога, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам и милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, и захованы всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Ісуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одрыть его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак спокою. Yeah.
Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные покликаны на вечеру ягоную. Пани и варты, как ты вошел до меня, ай скажи только слово, и будь здорова душа моя.
Хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Молимся, Боже наш Отче, нехай у тілу Святой Комунії дасть нам збавлення і мацуй нас у світлі Твоєї правди, праз Христа Пана нашого. Пане Єсу, про заступництво Марії, Матці Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження. Прошу Тебе інтенції гэтага ненародженого дитяті. Хочу усиновить, і який знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, яке Ти сам гэтому дитяті предвизначив. Амен. Послухаємо душпастерські об'яви. Святый Ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы: панядзелак, Маці Божай Суцяшальніцы, аўторак, Маці Божай Радзіцелькі, серада, Маці Божай з Люрд, чацвер, Маці Божай Рытанскай, пятніца, гадзіна 18, Каралева ўсіх святых, субота, Маці Божай Ліхэнскай, нядзеля, Маці Божай Крамнічнай. У гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 11 жніўня успамін святой Клары, 13 жніўня серада, Фацімскае набажэнства. Пачатак набажэнства о 17 гадзіне. Святы Ружанец з інтэнцыямі, святая мша ў гэтых інтэнцыях і працэсе з фігурай Маці Божай Фацімскай. 14 жніўня свята святого Максіміліяна Марыя Кольбы, святара і мучаніка, апекуна дыяцэзіі. Дзень малітвы за вязняў канцлагераў і турмаў, якія аддалі сваё жыццё за веру і сваіх бліжніх. 15 жніўня, пятніца, урачыстасць у небаўзяцця на свяцейшай Панны Марыі. Асвячэнне кветак, зёлак, збожжа і радзіны адбудзецца падчас святой мшы. Святая мша ў гэты дзень будзе гадзіне 8, 9, 11, 13 і 18:30, а гадзіне 16 святой мшы не будзе. У парафіі на раёне індустрыяльным будзе фэст. 17 жніўня, наступная нядзеля, дзень малітоўнай падзякі за жніво. У днях з 18 по 24 жніўня пры нашай парафіі для дзетак адбудзецца адпачынак пры парафии, каникулы с Богом. Дорогие детки, вы сейчас на меня сюда.
Детки, и снизу то, что сидите, да, с 18 через неделю будут каникулы с Богом для вас, да, поэтому приглашаю всех вас, и все, кто на костеле, детки сидят, обязательно приходите 18 августа, да, будет для вас каникулы с Богом. Вот много интересного, много игр будет, забав. Для вас, родители, что ваши дети полдня будут заняты чем-то, они просто будут где-то сидеть дома, либо залипать в телефонах. Так что присылайте своих деток, внуков, родственников, да, всех деток, которые только есть, приходите к нам 18 августа, через неделю, чтобы детки тоже могли побыть с Богом с 18 по 24 августа. Всех ждем деток, обязательно, что пришли. На 9 утра, сестра подсказывает, на 9 утра, да, 18 августа на 9 утра. Всех деток обязательно ждем. Вам, еще раз повторю, родители будут спокойно, детки полдня будут заняты точно здесь, с аниматором, будут игры, забавы, разные развлечения, кинотеатры, не знаю, что-нибудь еще там будет, какие-то фаер-шоу, может, будет, кто его знает, что будет, поэтому приходите и узнаем, да, что будет в этих каникулах с Богом в этом году. Больш падрабязны план будзе вывешаны пазней, таму сардэчна запрашаем усіх наших дзетак. Шчыра дзякуем усім за супольную молитву, за складзенае ахвяраванне і за усялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для упрыгожвання нашай святыні. Няхай вас, добрый Бог, узнагародзіць. Доручаем усіх вас і вашай сем'і Jesúsu милосердному пра заступніцтва Маці Божай Лідскай. І на сённяшні дзень, на весь тыдзень, прыміце Божае благословение. Пан с вами. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите с упокоя Христа. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.